Общественная палата. Значит, ну, я хочу сказать несколько слов о проводимой вот этой реформе, положительно как бы оценить. И сам мониторинг, хочу лично вот поблагодарить вас за тот инструментарий, который вы предоставили, так как было намного легче как бы проводить этот мониторинг и через вебинары, то есть обучение провели. Это очень важно, потому что люди не знают, как это делать, что смотреть. Да, поэтому мы территориально достаточно очень разбросаны, и нам приходилось через вебинары, пользуясь вашим инструментарием, проводить обучение. И стопроцентный охват мы как бы обеспечили, да. И кроме того, хочу отметить то, что участие детей, то есть проводили вот опросы, ну, то есть психологические вот это исследования детей, это тоже считаю, что тоже положительная сторона, да. Но в ходе мониторинга, ну, в целом наши как бы вот коллеги, они знают эти проблемы, то, что касается вот домов, интернатов и так далее. Но я бы хотела все-таки озвучить основную проблему по работе с детьми подросткового возраста, вступившими в конфликт с законом. Это действительно становится очень огромной такой проблемой для самого учреждения, для детей, которые окружают таких детей, да. Потому что мы зачастую говорим о правах детей, но мы не задумываемся о тех правах детей, которые окружают, ну, так скажем, малолетних преступников, поэтому, я думаю, этому вопросу нужно уделять особое внимание. Вот, спасибо. Спасибо. На самом деле, это правда, вопрос, который постоянно выпадает, а у нас дети с поведенческими проблемами, с тяжелыми и уже имеющие конфликт с законом, они сейчас в основном в регионах находятся именно в организациях детей-сирот. Да, и, конечно, никакой профессиональной работы с ними пока еще не ведется. Это большая проблема. Правда, мы даже, наверное, сами ее упускаем часто в рамках тех же самых наших каких-то предложений. Давайте подумаем вместе, потому что здесь нужны специальные педагогические меры, конечно, поддержки для таких детей. Еще нет, потому что уже у меня очень много